Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия Руштон». В студии Валерия Кузаева. И о главных новостях расскажем прямо сейчас. Новые границы, дружба двух столиц. В Мариинском дворце сегодня взяли курс на укрепление отношений Санкт-Петербурга и Северной Осетии. Соглашение подписали руководители законодательных органов Тимурас Тускаев и Александр Бельский. Одно дело прооперировать, другое дело еще надо реабилитировать и выходить, и восстановить. В Северной Осетии готовят квалифицированных специалистов по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Единственная в России программа заработала на базе Северо-Осетинского медколледжа. Перед каждым художником стоит одна задача – найти свой творческий язык. Людмила Байцаева вот уже больше 20 лет творит в необычной сложной технике горячей эмали. Ее работа находит признание далеко за пределами Северной Осетии. Недавно художница стала почетным членом Российской академии художеств. Минсельхоз России выделит Северной Осетии около 675 миллионов рублей на развитие крупных предприятий ПК. Казачий хутор и Фотагра получат субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Миняйло. Казачий хутор входит в перечень прорывных проектов. Компания выращивает яблоки по интенсивной технологии и является предприятием полного цикла. Общая площадь будущего сада более 1000 гектаров. В новом здании фруктохранилища есть современное холодильное оборудование, 2 сортировочно-упаковочные линии, складская техника. Одновременно здесь можно разместить 50 тысяч тонн продукции и хранить ее год без потери качества. За строительством плодохранилища государство возместит компании 20% затрат. А Фотагра в начале года запустили высокотехнологичный селекционно-семеноводческий центр. На одной площадке расположен тепличный комплекс для выращивания мини-клубней картофеля, производственные и диагностические лаборатории и современные хранилища мощностью 10 тысяч тонн. Это самый крупный подобный центр в Европе. Благодаря федеральной поддержке компании вернут 50% затрат. На госпрограмму развития СКФО в этом году направили почти 776 миллионов рублей. Деньги пошли на реализацию 24 мероприятий. Об этом сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев в режиме видеосвязи на заседании Координационного совета при полпреде президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Премьер подчеркнул, программа – один из основных инструментов решения важных задач. Закладка сада фундука Алания. Проект реализуется с 2019 года по 2024 год, плановый период. Высажено более 200 гектаров фундука, создано 50 рабочих мест. Следующий проект – это реконструкция сетей водоснабжения населенных пунктов горной части Алагирского района. Проект 2023, плановый период 2025 года. Финансирование в текущем году 100 миллионов рублей. Средства освоены в полном объеме. На разработку проектно-сметной документации 15 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры было выделено 47,8 миллионов рублей. Здесь я отдельно хотел бы поблагодарить Министерство экономического развития за поддержку. Это важные объекты. Они входят у нас в генплан. Это развитие пригородного Моздовского района. Говоря о прорывных проектах, Борис Джанаев рассказал и об агропромышленном комплексе «Виноградарь Кавказа». Общий объем финансирования – 1 миллиард рублей. К 2028 году предприятие планирует вывести на полную мощность и создать больше 80 рабочих мест. Предусмотрена закладка и выращивание технических сортов винограда, дальнейшая переработка виноматериала и розлив вина.
Расширение деловых и дружеских контактов, совершенствование законотворческого процесса, совместные семинары, конференции и встречи, создание рабочих и экспертных групп. Парламент республики заключил соглашение с коллегами из Санкт-Петербурга. Документ подписали руководители Тимур Астускаев и Александр Бельский в Мариинском дворце. Еще одно важное направление – привлечение жителей Северной Осетии и северной столицы к социально значимой повестке. Стороны будут обмениваться опытом и повышать открытость парламентской работы. Для нашей республики это 7-е соглашение о сотрудничестве. Ранее аналогичные документы были подписаны законодательными органами власти Южной Осетии, Дагестана, Крыма, Севастополя, Ставропольского края и Ленинградской области. Для меня высокая честь с этой трибуны от имени главы Республики Северная Осетия Алани Меняла Сергея Ивановича, от имени своих коллег, депутатов парламента республики, приветствовать депутатов Законодательного собрания города Санкт-Петербург. Символично, что подписание соглашения о сотрудничестве между парламентом Санкт-Петербурга и парламентом Северной Осетии проходит в преддверии очень важного, судьбоносного события для Осетии, 250-летия присоединения Осетии к Российской империи. В следующем году по нацпроекту капитально отремонтируют дома культуры в селениях Веселая и Нагир. Об этом стало известно на пресс-конференции министра культуры Суслана Федарова. Также в Нагире реконструируют детскую музыкальную школу. Ремонтно-реставрационные работы планируют и в художественном музее имени Махарбека Туганова во Владикавказе. Еще одна тема – капремонт Осетинского театра. Его перенесли как минимум на год. Ведомство подавало заявку по нацпроекту «Культура», но в следующем году он завершается. Поэтому одобрение на такой крупный объект получить не удалось. Документы будут подавать еще раз, если появятся новые профильные проекты. Напомним, зданию Осетинского театра порядка 55 лет. Капитального ремонта не было никогда. В этом году там обновили санузлы и гримерки. Суслан Федаров ответил на вопрос о развитии кино в республике. Мы будем кино снимать здесь, я скажу так. Просто нам нужно чуть-чуть время, мы все это соберем в кучу, так как мы сегодня республика дотационная, и мы немножко не справляемся с какими-то вещами. Поэтому мы будем организовывать какие-то вещи, которые будут работать на всю Россию. Здесь продакшн необходим. И чтобы все группы, которые приезжали сюда в Осетию снимать кино, они все проходили через наш продакшн. Стратегии и механизмы развития дополнительного образования детей. Этой теме посвятили республиканское совещание работников сферы. Семинар, организованный профильным министерством, провели в центре IT-КОП. Секционные занятия касались доступности дополнительного образования для детей с УВЗ, физического воспитания, цифрового контента и не только. Также в рамках совещания организовали выставку работ детей. Много внимания уделяется системе дополнительного образования. Нужно посмотреть вообще для некоторых детей, что важнее: основное общее образование или система дополнительного образования, где ребенок может быть успешным, часто и бывает успешным. А система дополнительного образования, она, безусловно, дополняет основное общее образование, но, с другой стороны, это сейчас очень серьезная интеграция основного и доп. Образования, которая позволяет ребенку не только быть успешным по определенным программам, но и также позволяет углубиться в какие-то предметные области. Самая основная цель – это обеспечение охвата дополнительным образованием детей нашей республики. Так как если дети будут охвачены дополнительным образованием, то у них останется очень мало времени на всякие другие иные развлечения, которые не нужны детскому подростковому возрасту. Увековечить память о тех, кто отдал жизни, защищая Родину, во Владикавказе строят мемориальный комплекс, посвященный подвигу осетинских военнослужащих. Его расположили на аллее почетных захоронений на Восточном кладбище. Там находятся могилы погибших в ходе специальной военной операции. Мемориал возводят по инициативе строительной компании, которая за свой счет финансирует все работы. Особое внимание уделяет благоустройству прилегающей территории. Работу начали 2 месяца назад, завершить планируют весной. Проект мемориального комплекса с родственниками согласовывался. Они вносили какие-то свои предложения, замечания. Мы их, естественно, учитывали. Проект разрабатывал проект архитектор Аликов.
и весь процесс для администрации был бесплатный. Данный проект необходим, чтобы мы помнили подвиг наших солдат, наших граждан, которые защищают интересы нашего государства, и чтобы эта память осталась нашим детям, нашим внукам. И это самое малое, что мы можем для них сделать. В СОГУ проходит Всероссийский форум «Знание героя». Участвуют больше 300 студентов со всей республики. Спикеры, которые знакомы с ситуацией в зоне СВО, рассказывают ребятам о том, как бороться с фальсификацией информации, а еще о новых возможностях силовых структур, чтобы привлечь в правоохранительные органы молодых специалистов. Проект реализуют в 30 городах страны. Сегодняшний форум и осенняя волна форумов «Знание героя» отличается большей научной направленностью и тем, что рассказывают не только о героях современной России, связанных с СВО, но и с героями-педагогами, героями-медиками, героями разных сфер деятельности, которые тоже являются героями сегодняшнего дня. В Северо-Осетинском медколледже открыли уникальную программу «Помощник по уходу». Она улучшит качество жизни пожилых инвалидов, тех, кому нужен долговременный присмотр. В России это единственное профессиональное обучение. Его разработали по предложению Минтруда Республики. Подготовили теоретический и практический материал. Целый симуляционный центр. Все, чтобы учить, доступно в формате лекций и семинаров, причем с учетом конкретных интересов слушателей. Как правильно делать перевязки, кормить, умывать маломобильных граждан. С непростыми техниками знакомят опытные преподаватели. Реализуют уникальную программу на базе отделения после дипломного образования. С сентября успешно сдали экзамены и получили сертификаты 200 человек. Теперь они могут профессионально ухаживать за теми, кто проходит сложную реабилитацию, например, участники спецоперации. Как отметили в медколледже, такая помощь особенно нужна тем, кто перенес коронавирус, а еще пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЦНС, сердечно-сосудистой системы. По словам директора Таймураза Ревазова, первые месяцы обучения показали программы, в которой важный акцент на милосердии, жизнеспособная. Я всегда считал и считаю, одно дело прооперировать, другое дело еще надо реабилитировать и выходить, и восстановить, и вернуть любого пациента в наше гражданское общество. Очень важная программа государственного значения. Я считаю, что наши дальнейшие мероприятия, совместные мероприятия с Министерством труда и социальной защиты будут продолжены. Интерес очень большой. В СОГМА отпраздновали Джоргу-Бафа, и академии развернули настоящее подворье в осетинских традициях. 3 пирога, пиво и, конечно, танцы. Каждый факультет активно участвовал в подготовке и приготовил национальные блюда. Не обошлось и без тематических зон. Разные выставки, книги, фарфоровые куклы, элементы быта и интерьера. Студентов также научили вязать косынки и платки. Подобные мероприятия в ВУЗе проводят регулярно. В рамках реализации воспитательной работы в медицинской академии мы считаем крайне необходимым популяризировать национальную культуру нашей республики, делать ее открытой и доступной для всех учащихся. Именно через культуру, через общение мы можем устанавливать взаимоотношения с представителями разных национальностей и укреплять этим самым силу и величие нашей Родины. Ее работу узнаешь сразу, поклонники говорят. Они будто излучают особенный свет. Необычная техника, в которой работает Людмила Бойцаева, известный в мире эмальер, горячая эмаль. Она позволяет создавать яркие декоративные поверхности при помощи стекла и металла. Техника далеко не легкая, требует предельной отдачи. Недавно Людмилу Бойцаеву удостоили звания почетного члена Российской академии художеств. Сейчас, в настоящий момент, я занимаюсь, делаю объекты, арт-объекты, да, и с применением дерева и эмали. Создать эскиз, выбрать нужный оттенок, а из маленьких кусочков собрать целую композицию. Нужно продумать каждую мелочь и только после вырезать фигуру из дерева. А это всего лишь половина работы. Создание арт-объекта – задача сложная и кропотливая, которая требует много времени и сил. Но для Людмилы Бойцаевой все это только в радость. Она воплощает свои идеи, используя разную технику и стиль. В творение художница вкладывает особый смысл. В данном случае вот эта вот работа, она еще в процессе работы, она еще не закончена. Вот. Но тема такая, это крылья Икара, то есть этот миф про Икара, у которого сгорели
крылья, потому что он стремился к солнцу. И это же прекрасная идея, то есть человек в своих мечтах, в своих стремлениях, в своих желаниях, он стремится к самому высокому, к самому замечательному, он стремится к солнцу. Любовь к искусству у Людмилы с детства, но тогда хотелось попробовать все и сразу. Юрист, адвокат, врач. Вспоминает, как-то приглашали даже в драм-кружок. Рисованием стала заниматься довольно поздно, в 11 лет. На тот момент женщине-художнику встать в один ряд с мужчиной было сложно, делится художник. В свое время я провела несколько симпозиумов для женщин-художниц Северного Кавказа, потому что женское искусство на Северном Кавказе было очень плохо развито. Я думаю, что это в те времена было немножко сложновато для женщин, а сейчас ситуация изменилась, и у нас очень много талантливейших женщин-художниц, которые прекрасно представляют искусство Осетии. Кажется, нет техники, которую она не освоила. Горячая эмаль, живопись, текстиль, арт-объекты, инсталляция. Людмила Бойцаева – мастер на все руки, и к каждой работе подходит с трепетом, придавая ей неповторимый шарм. Говорит, если бы была возможность вернуться в прошлое, то ничего бы не изменила. Считает, нет более свободной профессии, чем художник. Только здесь она может воплощать все идеи без ограничений, а мысли и чувства выражать через свои творения. В самом начале пути перед каждым художником стоит одна задача – найти свой творческий язык, не похожий на язык других художников. Это довольно сложная задача, и к ней художник приходит не сразу, а постепенно, когда он уже становится реально профессиональным художником. И я думаю, что это для каждого художника очень важно – найти свой индивидуальный такой почерк. Людмила – участница более 300 региональных, всероссийских и международных выставок и 40 международных симпозиумов. В активе около 20 персональных выставок в России и за рубежом. Светлая, доброжелательная и полная энергии. Она всегда готова безвозмездно делиться своими навыками и знаниями, помогать другим достичь своих целей. У меня очень большой педагогический стаж. Я преподавала и в художественном училище, и во Владикавказском институте моды, и в университете преподавала. Поэтому я думаю, что я передала очень многим людям свой опыт. А то, что касается сегодняшнего дня, я думаю, что если будут желающие, тоже, как говорят буддисты, есть учитель всегда есть, нашлись бы ученики. Недавно Людмилу удостоили звания почетного члена Российской академии художеств. В планах, как и всегда, развиваться в профессии, работать так, чтобы творческая энергия никогда не иссякала, а творения передавали свой индивидуальный взгляд на мир. Зарина Калманова, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Thank you.